Что касается приговора суда в отношении главы Гагаузии, Башкана Гагаузии, данный приговор был обжалован, адвокаты посчитали, что данный приговор является незаконным, необоснованным. Посмотрим, что скажет апелляционная инстанция. Где-то в начале сентября. Но первая инстанция, если кто-то ознакомился с приговором, первая инстанция расписала и мотивировочную часть, и результативную часть в общем контексте на 400 страницах. Вы ознакомились? Я ознакомился, я читал, да, мне было интересно как юристу. С юридической точки зрения там есть ссылки на законы, то есть правовое обоснование есть, это не просто мнение судьи. Что касается материальных, допустим, ошибок, процессуальных ошибок, то это уже будет проверять апелляционная палата. Я думаю, что граждане, в том числе юристы, педагоги, допустим, юридического факультета, не имеют права делать какие-то официальные заявления по поводу решения суда. У юристов есть золотое правило. Если не нравится решение первой инстанции, вы можете обжаловать его во второй инстанции. Если вторая инстанция выскажется, да, в том плане, что были допущены ошибки, можно интерпретировать, да, уже по-своему. А так, официальным толкованием того же самого уголовного закона занимается прокуратура, суд, но не люди, которые извне. И вот что касается последствий для Гагаузии, последствия имеются только в отношении этих лиц, которые были осуждены. Там мы с одной стороны говорим, что была осуждена Башкан Гагаузии, да, а там в этом приговоре Светлана есть еще один участник. И вот что касается этого приговора, то этот приговор был вынесен в отношении двух участников. Да, да. И что касается этого приговора, то там эти преступления не связаны с должностными преступлениями. То есть не Башкан, то есть речь не идет о должностных преступлениях, гражданин. Речь не идет о Башкане Гагаузии. И преступления, которые рассматривались, и оценка была дана именно тому периоду, когда госпожа Гуцул не занимала должность Башкана.